Алтаец. И сегодня я расскажу вам о развитии экскурсионного бизнеса и туристического бизнеса в Австрийской Республике. Я дам сейчас вам панораму. Мы находимся в Австрии, почти в самом центре. Место называется Шведенплац, и мы находимся на береговой линии у ресторана Мотто Гастрономи. Вот смотрите, пожалуйста. А вот здесь находится корабль Twin Cityliner. Это двухпалубный крупный корабль, который перевозит туристов в Словакию по руслу реки Дунай, в Братиславу и в другие регионы. Так вот, необходимо отметить, что для того, чтобы не каждая организация, не каждое турагентство, как в Горном Алтае, любой бичанин, барнаулец или кемеровчанин нанимает автобус и говорит, он вот, мол, повез туристов. Или как в Уськане начинает обманывать администрация Эжера Ялбакова, вот они бешеным темпом развивают туризм в продолжении вранья Григория Пильтина. Ни одного рубля налогов от туристических поступлений не оплачено. Ни одной организованной туристической группы, за исключением музея села Медрусакон и Уськанский музей, не приезжали. Это мелкие деньги. Так вот, возвращаясь к туризму в Австрии. Сейчас межсезонье, но тем не менее я позволю себе повернуть камеру, и вдали вот там видны крупные два двухпалубных автобуса емкостью около 100 человек. Так вот, именно на этих автобусах приезжают многочисленные группы туристов из Китая, Филиппин. Неизвестно почему, даже в пику коронавируса китайцы приезжают сюда массово. Вчера я подробно об этом рассказывал, что есть комитет статистики в Австрии, и они уже подсчитали, люди педантичные, почти как немцы, посчитали, что 942 евро за одну недельную поездку китайцы здесь тратят. Так вот, обращаясь к... Давайте я покажу, вот она, метро едет. Видно, да? Прямо через речку. Вот. И в Австрии не разрешается кому ни попадя, будь то при всем уважении кемеровчане, бичане или любые другие фирмы, заниматься подвозом, привозом туристов и организацией организованного туризма. В первую очередь проверяется наличие сертификата C1, то есть экскурсовод должен владеть немецким языком в совершенстве. Второе, письменно предоставляется текст экскурсии на немецком языке. И никакие отклонения не допускаются. То есть врать об истории Австрии, обманывать народ нельзя. Это карается, это недопустимо. Что происходит в Горном Алтае? Любые бийские, любые новосибирские, белокурихинские турфирмы привозят в Горный Алтай и дальше через Арджансу, покатались маленько, там купили каких-то дешевых сувениров и свалили дальше побухать на Чемальскую ГЭС, попрыгали там на тарзанке и вернулись и пьяненькие. Вот и вся программа выходного дня, которая предлагает белокурихинские турагентства через империю туризма или же через предприятие бывшего министра по туризму Зяблицкого. Ни одна копейка, которые северные нефтяники заплатили белокурихинским турагентствам, в Республике Алтай в качестве налогов не попадают. Так что, когда вы видите на Арджансу огромные автобусы, знайте, что эти деньги уплывают мимо Республики Алтай. Далее, хотелось бы отметить, что здесь не допускается какая-либо дискриминация по национальности. Экскурсии можно проводить на английском, на испанском, на любом языке, на русском в том числе. Но любая экскурсионная туристическая деятельность, она здесь находится под надзором и под контролем. Почему в Республике Алтай черный так называемый рынок расцвел, это уже вопросы к правительству Перникова и к нынешнему правительству Харахордина.
за которого алтайцы не голосовали. Он просто выиграл из-за того, что на выборы пришло очень небольшое количество избирателей. Продолжение. Река Дунай, она достаточно обширная, здесь много рыбалки и прочего туризма. И здесь очень развит бизнес-туризм. Вот я вам покажу, здесь огромные бизнес-центры. И поэтому, когда говорят о конференциях, о конгрессах, Республика Австрия обладает огромным потенциалом, бизнес-туризмом. И все виды туризма, они доступны. Я думаю, что в ближайшее время специально сгоняем в аэропорт Швейхат, чтобы показать, какое количество самолетов приземляется и какое количество туристов. Ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал «Австрийский алтаец». Всего доброго.